царство твое, воля да будет твоя. Слышишь крик наших сердец, побеждающий царь. Увидится земля славу вечного царя. Адонай, Адонай, преклонится все, скажи вся земля. Адонай, Адонай, ты один есть Бог, ты один есть царь. Адонай, Адонай, преклонится все, скажи вся земля. Адонай, Адонай, ты один есть Бог, ты один есть царь. Адонай. Бог вечности, Господь неба и земли, тайна сокрыта в тебе, Бог Израиля. Мир, царство твое, воля да будет твоя. Ты слышишь крик наших сердец, побеждающий царь. Увидится земля, скажи славу вечного царя. Адонай, Адонай, преклонится все, скажи вся земля. Адонай, Адонай, ты один есть Бог, ты один есть. Адонай, Адонай, преклонится все, скажи вся земля. Адонай, Адонай, ты один есть Бог, ты один есть царь. Адонай. Ты Господь неба и земли, ты наш Бог, не другого ты. Ты Господь неба и земли, ты наш Бог, не другого ты. Скажи ему, ты Господь неба и земли, ты наш Бог, не другого ты. Ты Господь неба и земли, ты наш Бог, не другого ты. Ты Господь неба и земли, ты наш Бог, не другого ты. Ты Господь неба и земли, ты наш Бог, не другого ты. Скажи ему, ты Господь неба и земли, ты наш Бог, не другого ты. Ты Господь неба и земли, ты наш Бог, не другого ты. Адонай, Адонай, преклонится все, скажи вся земля. Адонай, Адонай, ты один есть Бог, ты один есть царь. Адонай, Адонай, преклонится все, скажи вся земля. Адонай, Адонай, ты один есть Бог, ты один есть царь. Адонай. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава нашему Творцу! Аминь! Просто превозносил. Аллилуйя! Shalom Aleichem, Shalom Aleichem, Shalom Aleichem, Shalom, Shalom, Shalom Aleichem, Shalom Aleichem, Shalom Aleichem, Shalom.
Будем просто поклоняться, мы отдадим все свои нужды. И просто закроем глаза и поднимемся к Нему на небеса. Аминь. Ведем в церковь. Слава
Приду, Господь, и встрети нас, меняешь атмосферу здесь. Приду, Господь, и встрети нас, Твое присутствие вокруг. Когда Дух Господень среди нас, меняешь атмосферу здесь. Ведь Дух Господень среди нас, Твое присутствие вокруг. Когда Дух Господень среди нас, Ты меняешь Бог, меняешь атмосферу здесь, меняешь. Ведь Дух Господень среди нас, Твое присутствие вокруг. Когда Дух Господень среди нас, дай избытка везде в сердце наше любовь, Твою любовь. Мы стоим пред Тобой, окруженные вновь Твоей любовью. Меняешь атмосферу здесь. Приду, Господь, среди нас, Твое присутствие вокруг. Когда Дух Господень среди нас, меняешь атмосферу здесь. Ведь Дух Господень среди нас, Твое присутствие вокруг. Когда Дух Господень среди нас, дай избытка везде в сердце наше любовь, Твою любовь. Мы стоим пред Тобой, окруженные вновь Твоей любовью. Дай избытка везде в сердце
чудеса. Иду, Господи, среди нас. Твое присутствие вокруг. Когда Дух Господень среди нас, нас ожидают чудеса. Ведь Дух Господень среди нас, Твое присутствие вокруг. Когда Дух Господень среди нас, нас ожидают чудеса. Ведь Дух Господень среди нас, Твое присутствие вокруг. Когда Дух Господень среди нас, нас ожидают чудеса. Ведь Дух Господень среди нас, Твое присутствие вокруг. Когда Дух Господень среди нас. Дорогая церковь, пожалуйста, присаживайтесь. Мы приветствуем вас сегодня на особенном служении, которое посвящено Международному дню памяти жертв Холокоста. Этот день или это событие никогда нельзя забыть, потому что это было планомерное уничтожение народа через сожжение живыми, взрослыми и детей тоже в печах. Массовые, сотнями тысяч расстрелы, различные пытки и медицинские опыты. Это никогда нельзя забыть. Поэтому мы с вами участники сегодня второго всероссийского молитвенного марафона у нас в России. Это вообще-то на самом деле очень уникальное событие и историческое событие. Первый марафон был 30 января 2020 года. Сейчас мы участники второго марафона. Если мы с вами что-то забудем и не передадим нашим детям, это просто уйдет и может вновь повторяться. Поэтому мы должны передать нашим детям, нашим внукам, чтобы никогда больше такие зверские, нечеловеческие испытания были на народах. Это уникальное событие, этому уникальному событию предшествовала десятилетняя работа иудейско-христианского диалога. И в этом диалоге, конечно, цель была это примирение, и это память еврейскому народу, это сострадание и сочувствие, как и нужно каждому сердцу, каждому здравомыслящему сердцу. Конечно, цель иудейско-христианского диалога – это забота, помощь еврейскому народу, первенцу Божьему и народу Библии. Это очень важно нам понимать. Когда мы участники помощи, в любви, в заботе, в примирении, то наши сердца соединяются друг с другом. Как писал апостол Павел Ефесянам, это великая тайна соединения
двух народов, христиан и еврейского народа вместе в один народ. Это событие мы сейчас с вами посмотрим, как оно начиналось. Поистине историческое событие. 30 января 2020 года состоялся первый всероссийский молитвенный марафон, приуроченный к Международному дню памяти жертв Холокоста. Служения прошли в 128 городах России, от Командорских островов до Калининграда и 3 городах Прибалтики и Украины. В марафоне приняли участие 332 евангельские общины разных конфессий и деноминаций. Общее число участников более 10 тысяч человек и более 22 тысяч тех, кто смотрел трансляцию онлайн. 12 ведущих и более 30 волонтеров помогли марафону состояться. Такого в России еще не было. Что же такое Всероссийский молитвенный марафон? Я думаю, я уверен, это богослужение Евангельской Церкви России. Сегодня было потрясающее 12-часовое богослужение Церкви, богослужение примирения с еврейским народом, обращение сердец отцов и детей, как об этом писал пророк Малахия. Мы становились ближе через боль, через принятие, и это делало нас одним народом. С минуты молчания началось служение молитвы за Израиль в Московской церкви «Благая весть». Более 250 верующих из разных общин Москвы, официальные гости, пасторы и служители собрались вместе, чтобы почтить память погибших и еще раз вспомнить о Холокосте. Я хочу поблагодарить всех тех, кто участвует сегодня, в этом году, в первом всероссийском марафоне молитвенном. Мы очень рады, что это происходит, мы очень это ценим. Память о Холокосте – это очень важная вещь не только для еврейского народа, а вообще для всего мира. Во-первых, для того, чтобы вспомнить тех, кто убиты, и во-вторых, сделать все для того, чтобы такая трагедия больше никогда не повторилась. Большое вам всем спасибо за это. Этот челлендж, да, чтобы сделать все, чтобы это ни было, это касается всех. И тот факт, что церковь это делает, для меня, как еврей, как израильтянка, как директор такой организации тут в России, которым мы делаем все в еврейские общины, чтобы это действительно, особенно новое поколение, да, знало. Я думаю, что это очень важно. Просто для меня это еще возможность сказать огромное спасибо за то, что это есть, за то, что вы есть, за то, что все, что вы делаете. Также в рамках служения прошла выставка «Шоа. Холокост. Как человек мог сотворить такое?», представленная научно-просветительским центром «Холокост». Конечно, основная цель собрания – это молитва. Молитва за еврейский народ и Израиль, за мир, за тех, кто выжил в Холокосте. В этот особенный день событие, которое только что закончилось здесь, в стенах Московской церкви «Благая весть», стало частью молитвенного марафона. И здесь мы вместе молились за Божий народ. Присутствовали особенные гости и посол Израиля. Вместе мы молились, и мы благодарим Бога за то, что мы сегодня можем быть частью того, что происходит в России. Информационное бюро «Спектр», Москва. Дорогие уважаемые братья и сестры, сегодня мы участвуем во Всероссийском молитвенном марафоне Иудейского христианского диалога в России. Наша церковь представлена в нашем лице. И он посвящен, как и в прошлом году, вы помните, мы проводили также в январе, приуроченный к 27 января, будет отмечаться Международный день памяти жертв Холокоста. Я вас приветствую, разрешите вас поприветствовать. То, что происходит, это происходит в записи, и позже, 27 января, будет онлайн-трансляция, на которую вы получите ссылку. И наша церковь «Слово жизни» города Якутска, она вот второй раз участвует в этом молитвенном марафоне.
И тема моего послания сегодня, она звучит так: «Сохраним память вместе», посвященная вот этой дате, вот этой памяти Дню Холокоста. Мы отмечаем сегодня то, что произошло более 70 лет назад. И я начну с того, что озвучу вам некоторые названия, просто перечислю. Арбайтсдорф, Аушвиц, Освенцим-Биркенау, Берген-Бельзен, Бухенвальд, Герцогенбуш, Гросс-Розен, Дахау, Кауэн, Краков, Плащев, Заксенхаузен, Люблин-Майданек, Маутхаузен, Миттельбаудора, Нацвайлер, Нейнгамме, Нидерхаген-Вевельсбург, Равенсбург, Рига-Кайзервальд, Вайвара, Флоссенбург, Штутхоф, а также Собибор, Саласпилс, Валмира, Латвия, это в Латвии, Треблинка, Майданек в Польше. Что это за название? Может быть, для вас это незнакомые, просто ли географические какие-то местоположения, какие-то места где-то в каких-то территориях в Европе, будь то западная и восточная. Это лишь малая часть, малая толика того, что я назвал, незнакомых вам доселе мест. Но, может быть, сегодня они не станут более знакомые, но это названия, которые, как минимум, носили те места, где находились концентрационные лагеря во время Второй мировой войны. Всех концентрационных лагерей, их филиалов, тюрем, гетто, в оккупированных странах Европы и в самой Германии. Для чего были концлагеря? Мы все помним из истории, мы помним все из фильмов. Конечно же, в этих лагерях уничтожались люди. Они содержались в ужасных условиях и разными методами и средствами доводились до физического уничтожения, до смерти. Таких мест, то есть не только концлагерей, но гетто, тюрем или мест, где так или иначе осуществлялся план уничтожения разных национальностей людей, в том числе евреев, о которых мы сегодня говорим, акцентируя внимание, было 14 тысяч мест, то есть 14 тысяч пунктов, где осуществлялось уничтожение людей. Знаете, для нас звучит ли это много или мало? Я думаю, это много. Это очень много, если бы это, знаете, как на то, скажем, население, возможно, Европы, но пойдем чуть-чуть глубже. На самом деле мы знаем из истории, да, что это была не просто Вторая мировая война, это была целенаправленное систематическое уничтожение. И оно было особенно направлено, я не буду приводить сейчас данные, сколько людей погибло в этой войны, потому что суть сегодня, то, что мы вспоминаем, это то, что было уничтожено огромное количество от определенного одного народа евреев. И это была целенаправленная нацистская, фашистская программа, чтобы изничтожить, извести этот народ. Это была отлаженная государственная машина по уничтожению, конечно, не только евреев, неблагонадежных граждан, которые были и в Германии, и в других странах, которые пытались противостать нацистскому, фашистскому режиму, но евреи, они даже не входили в категорию неблагонадежных. Они подпадали под категорию третьего сорта, недочеловеков, не людей третьего сорта. И вот, к примеру, один из концлагерей, наиболее известных, и почему мы вспоминаем об этом, да, нужно ли вспоминать об этом каждый год? Да, об этом нужно вспоминать как минимум каждый год в эту дату, чтобы мы и наши дети, и наши потомки, они никогда этого не забыли. Но для этого тогда нужны определенные факты. В концлагере Освенцим или Аушвиц, это название на польский и на немецкий лад, погибло, было уничтожено всего более 4 миллионов человек. То есть это тот концлагерь, в котором было больше всего уничтожено людей. Из них 140 тысяч было уничтожено поляков, 20 тысяч уничтожено цыган, 10 тысяч советских военнопленных, но основное уничтожение, основной
смысл этого концлагеря, для чего он был, для чего были все лагеря. То есть уничтоженные поляки, цыгане, советские военнопленные, это были, знаете, такой вот текущий к основному, то есть непрофильный, как вы знаете, вот материал. Извините такое выражение, но так выражались немцы, это был материал для уничтожения все эти люди. Потому что политика фашистов была такая, что арийское превосходство, все остальные нации это услужение или уничтожение. И вот сколько же было в этом концлагере уничтожено евреев? То есть вы услышали, да, поляков 140, советских военнопленных 10 тысяч, там цыган. Евреев было уничтожено 1 миллион 200 тысяч. Это самое большое количество уничтоженное в одном концлагере. Концлагерь Освенцим называли еще так: фабрика смерти. То есть это был как конвейер, на котором просто потоком привозили людей. И когда ты слышишь те данные, которые, что за 1 час, если я не ошибаюсь, я просто очень много смотрел сейчас материала, пересматривал перед нашим служением, посвященным молитвенному марафону. И вы знаете, просто сделаю такую, как сказать, небольшую короткую рекламу, но я начал вчера смотреть фильм, который по протяженности 8 часов. Я случайно его нашел среди фильмов о Холокосте, с этим связаны какие-то художественные фильмы. Но это чисто документальный фильм, который в Советском Союзе даже не видели. То есть его даже проигнорировали. Он называется «Конвейер смерти». И там 8 часов. Вы знаете, тяжело смотреть, когда это не экшен, когда это не какой-то художественный фильм о какой-то семье. Это конкретно документальный фильм, где просто вот секунда за секундой, минута за минутой. Я смог только 3 часа просмотреть. Это тяжело смотреть. Где просто документально люди свидетельствуют. И там взято просто, знаете, автор этого фильма, он еврей, он делал глубокое исследование, он специально снимал, он брал интервью у разных людей, но его цель была взять интервью у людей, которые были в зондеркомандах. То есть те, кто остались живы спустя много лет, чтобы они были, те, которые были живыми, не просто свидетелями, участниками этого всего процесса, как они это переживали и что для них это было. И вот только в одном лагере было уничтожено 1 200 000. Вы знаете, этот вопрос, который нужно задавать всегда, и каждый год. Задавать, чтобы он был слышен, чтобы он не был заретуширован, завуалирован, как-то забыт. Потому что сегодня в Европе поднимается сильный голос, который говорит: Холокост – это выдумка евреев. Холокоста не было. Само слово «Холокост» – это значит уничтожение такого, знаете, всемирного масштаба. Всенародное уничтожение, уничтожение целого народа, целой нации. Как такое могло произойти? Мы должны спрашивать сами себя. Вы знаете, если бы немцы в 30-х годах, в начале 30-х, хотя бы в конце, могли бы себя спросить, как это может происходить среди нас, когда поднимала голову нацистская партия, когда махали на нее рукой, да это просто какой-то, знаете, это отморозки, это просто их мало. Но когда это уже перешло, знаете, как зараза заразила большую часть нации, уже поздно было спрашивать, как это происходит среди нас. Как могло случиться в цивилизованной культурной Германии наследницы великих музыкантов, поэтов, философов и гуманистов? Знаете, неуместное такое выражение, они, наверное, в гробу перевернулись, если бы знали, что происходит с Германией и с этим отношением к евреям. Это не было на ровном месте. Знаете, этому, конечно же, что-то предшествовало, откуда это взялось. Это не взялось за 5-10 лет, когда нацистская партия, набирая обороты, она приходила к власти на официальном уровне. Это уже не была шайка, знаете, таких, как говорится, шайка в коричневой одежде. Это была система, которая вырастала на глазах. Но как она могла вырасти? Безразличие одних добропорядочных христиан, которые махали на это рукой, да, это ненадолго, это скоро все прекратится. На самом деле, с другой стороны, давала силу нарастающей злобной ревности и еще большей ненависти к евреям среди обывателей со стороны других людей, которые, возможно, тоже даже считали себя христианами, немецкими христианами, которые ходили, были добропорядочными посетителями кирх, то есть церквей, которые верили в Бога,
которые как бы любили Христа, но это при этом всегда из истории от своих родителей получили, знаете, как заразу. Евреи это те, которые распяли Христа. Такое выражение христопродавцы. Жиды это христопродавцы. Знаете, когда это начинается на бытовом уровне, за обедом, за ужином, среди семьи, потом это может стать государственной политикой. На самом деле это безумие, и корни этого безумия уходили в историю народов, в глубокую историю, в библейскую историю. Я не буду сегодня об этом говорить, но те, кто читает и знают Библию, это гораздо глубже, чем Германия, это уходит далеко. Это вообще дьявольский план по уничтожению тех, кого Бог избрал. Но в этом также участвовала и христианская церковь. Знаете, уничтожить народ, о котором Бог сказал, что это его избранные, пытались осуществить с первых столетий вообще существования этого народа, его образования, когда он попал в Египет и далее. И можно в истории наблюдать разные ситуации инквизиции, будь то Испания, другие места исторические, когда евреев гнали, и они пытались находить островки безопасности. Но церковь, я хочу сделать акцент на этом, христианская церковь, Христова, которая 2000 лет назад зародилась через послание Евангелия, благой вести, спустя несколько столетий вдруг что-то начало меняться. Как только частью церкви все больше и больше, наполняя ее, становились верующие из язычников, и церковью стали руководить не лидеры по откровению Божьему, по откровению Христа, а религиозные, так извините, деятели, делатели, которые не от Бога. Без понимания Божьего плана относительно евреев. И знаете, дьявольский план, он постепенно вползал в суть самой церкви. План извести евреев, он не был изначально, знаете, сразу убивать. И не было в Германии сразу плана с 30-х годов. Но к 40-м годам уже большая часть населения Германии, она молчаливо соглашалась на то, в чем была политика нацистов. Этот план набирал обороты, а учение о замещении, знаете, была такая, и она до сих пор остается в некоторых церквях Европы, в других странах, возможно, где-то даже у нас, в России, теория замещения. Это учение о замещении Израиля церковью, что Бог больше не принимает Израиль как своего народа, и поднимается новый народ, это христианская церковь, это есть Божий народ. Это просто зараза в теле Христовом, которое, знаете, это замещение Израиля церкви, оно подлило просто масло в огонь. И в этом ответственны священники, и в этом ответственны служителя, и в этом ответственны просто верующие. Но Бог никогда не отвергал свой народ. Просто люди перестали смотреть в полноту Писания. Они смотрели и брали то, что им было угодно на потребу дня. И можно сказать, что церковь фактически не встала в проломе за Божью волю, за Божий план. Возможно, утеряв этот Божий план и понимание Божьей воли. И просто уже была использована злыми, негативными силами, но позволила быть использованной. Негативное отношение было зарождено в сути учения и отношений христианской церкви. Увы, как ни страшно это звучит, но церковь, верующие, ответственны за антисемитизм и как результат за Холокост. Церковь Германии, церковь в мире, потому что история говорит, если смотреть вот те же фильмы, которые были документальные или другие, что происходило, когда евреев вначале выгоняли из Германии. Многие страны отказались принимать по причинам страха, по причинам боязни или по причинам, опять же, вот этого учения о замещении. Церковь ответственна за смерть евреев. Безжалостное, беспощадное, жестокое убийство более 6 миллионов евреев. Вы знаете, что евреев убивали офицеры и солдаты СС, добропорядочные, считающие себя христиане.
многие из них ходящие в церкви после молиться. Я не знаю, замаливали они грехи или еще что-то. Но знаете, когда я вчера смотрел этот фильм, который называется «8-часовой конвейер смерти», меня просто, знаете, зацепила одна фраза, которую хочу вам засвидетельствовать. Вы знаете, нам стоит, как христианам, не просто отмечать вот эту дату как бы памяти, да, что мы за евреев, но нам нужно понять глубину ответственности за тело Христово, за церковь. Какое зло церковь пустила, что до сих пор евреи не могут связать, им тяжело, им трудно, пока они не видят, на самом деле, знаете, глубинное отношение через посвящение, через добрые дела, через жертвенность, через сокрушение и покаяние, которые христиане сегодня стремятся отнести. Потому что многие христиане говорили доброе, но это доброе было лишь в истории, чтобы евреев обратить в христианство. И если они не обращались, то их уничтожали. А те, кто были обращенные, считали, что они просто имели, знаете, какое-то такое лживое прикрытие, чтобы спрятать свое еврейство, их все равно уничтожали. Было уничтожено много евреев, которые приняли христианство, считали себя христианами. Но их уничтожили в тех же лагерях. Те христиане, которые себя считали чистой, светлой арийской нацией. Так вот какое было высказывание, послушайте внимательно. Первые христианские миссионеры и священники говорили евреям так: вы не можете жить среди нас со своими традициями и обрядами. Церковь Христова родила, чтобы переделать, чтобы, знаете, это была такая ложная идея. Нам нужно спасти евреев. Если они не спасаются, значит тогда они христопродавцы. То есть или с нами, или не с нами. Опять же, наверное, возвращая те же слова Христа. Еще раз повторю. Христианские миссионеры, священники говорили им, и это говорят то, что слышали от них евреи. Вы не можете жить среди нас со своими традициями и обрядами. Следующее, что они слышали со временем, им говорили средневековые правители и государи: вы не можете жить среди нас. Уже не говорилось об обрядах и традициях. Просто территориально. Вы не можете, у вас нет права жить среди нас, раз вы не такие, как мы. Вы видите, что становится все меньше, хуже будет, да? И знаете, что говорили уже нацисты? Уже не шла речь о традициях. Уже не было вопроса территории даже, о переселении или еще что-то. Была программа переселения, в кавычках, которая на самом деле называлась «Решение последнего еврейского вопроса». И никто не понимал, многие немцы не понимали, о чем это. Они думали, что евреев куда-то переселяют в другие страны, в Польшу. Но нацисты сказали: вы не можете жить. Знаете, вот об этих фразах стоит задуматься. Как можно было дойти до того в Европе цивилизованной? Что важно нам? Нам важно понять и не повторять грехов наших предков, предшествующих нам, церкви, то есть праотцов, чтобы не произошло такого, что произошло 70 лет назад в Германии и во всей Европе. Нам нужна прививка от страшной заразы под именем антисемитизм, то есть против евреев. Неприязнь вначале на бытовом уровне к евреям, как к жидам. Это, знаете, как нарицательно-ругательное слово. Но эта неприязнь порождала ненависть, которая перерастала в неугасимое желание избавиться и извести, и уничтожить евреев. Наши дети, наши потомки не должны пережить то, что было пережито 70 лет назад. Они должны стать носителями откровения Бога, Библии. Вы слышите меня? Мы должны передать нашим детям откровение о том, что Бог не оставил свой народ. И что Израиля Бог есть наш Бог. Это то, что мы должны передать. И заканчивая, что Библия говорит, что те, кто будут благословлять наследие Авраама, будут благословенны Богом, а те, кто будут злословить, тех Бог проклянет. Написано в Бытие, 12 глава, в 3 стихе. Поэтому какой же наш выбор, драгоценные братья и сестры, сегодня и завтра? И пусть это будет так, и пусть это будет передано. Наш выбор однозначно: благословлять семя Авраама, благословлять евреев, благословлять Израиль. Аминь.
Над Израилем, Господь наш, смилуйся, и над домом Давида, Боже, смилуйся, над народом избранным Твоим смилуйся, 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 смилуйся. Над Израилем, Господь наш, смилуйся, и над домом Давида, Боже, смилуйся, над народом избранным Твоим смилуйся, смилуйся, смилуйся. Обрати свой взор на нас, Господь, помоги смирять нам нашу плоть, чтобы Дух Твой наполнял сердца. Смилуйся, смилуйся, смилуйся. Научи искать лица Твоего, не закрой познание слова Своего. Души кающиеся прости, смилуйся, смилуйся, нас спаси. Смилуйся, нас
Каждый год в конце января в ООН отмечают День памяти жертв Холокоста. 27 января советские войска освободили один из самых страшных нацистских лагерей смерти – Аушвиц-Биркенау, известный также по польскому названию Освенцим. И это лишь один из множества лагерей, в которых гитлеровцы планомерно осуществляли принятое на государственном уровне окончательное решение еврейского вопроса. Нацистская Германия и ее сторонники в 30-х годах прошлого века задались целью уничтожить еврейское население Европы. Этот процесс начался в 1933 году, практически сразу после того, как нацисты пришли к власти. На протяжении Второй мировой войны немцы организованно, систематически осуществляли свой чудовищный план. В результате на территории Европы было убито 6 миллионов евреев. Сначала их сгоняли в гетто и производили массовые расстрелы, а в период с 1941 по 1945 год вывозили в концлагеря, такие как Освенцим, Треблинка, Бухенвальд, всего более 20. Эту фазу немцы назвали окончательным решением еврейского вопроса. Само слово «Холокост» происходит от греческого, и что значит «всесожжение». Трагедией Холокоста являются не только масштабы уничтожения, не только жестокость и бесчеловечность карателей, но и равнодушие народов, позволившее этой трагедии состояться. К сожалению, в то время хранила равнодушное молчание и христианская церковь. Наши молитвенные марафоны говорят о том, что времена равнодушия церкви по отношению к еврейскому народу и Израилю закончились. Господь вводит нас в новые времена, когда церковь будет благословлять Божьего первенца и станет его верным помощником и защитником. Здравствуйте, меня зовут Лена. Мне 29 лет, и я занимаюсь молодежью нашей церкви. Холокост – это самая страшная трагедия в истории человечества. Об этом событии я узнала, когда мне было лет 17-18, и я училась на библейских курсах. Там нам рассказывали, показывали фильмы об этом. И я помню, как я сильно плакала и не понимала, как такое вообще может быть. Но такое было. И поэтому я понимаю, как важно помнить об этом, сохранить все эти знания и передать следующему поколению. Потому что если мы замолчим или забудем, то это повторится опять. Спасибо большое еврейскому народу, что вы прошли через все это. Шалом Израилю, мир Иерусалиму. Дорогие братья и сестры, давайте сейчас встанем и будем молиться. И также я прошу тех, кто у нас удаленно, онлайн смотрит нас, вы тоже можете присоединяться к молитве за Израиль, за евреев. Господь, мы молимся Тебе, Господь, во имя Иисуса, но просто никоим образом просто не проникает, тем более в церковь. И давайте все вместе мы будем, везде, где это будет проявляться, мы будем прилагать все свои усилия, чтобы это не проникало ни в церкви, ни дома, ни где-то там на работе или везде вокруг. Аминь? Аминь. Пусть Господь благословит во имя Иисуса Христа. Аминь. Древние и современные пророки практикуют провозглашение Божьего Слова. Давайте согласимся в наших сердцах и присоединимся. Просите мира Иерусалиму, да благоденствуют любящие Тебя. Вот я начертал Тебя на дланях моих, стены Твои всегда предо мною. И узнают, что я Господь Бог их, когда засею их между народами, опять соберу их в землю их, и не оставлю уже там ни одного из них. И возьму вас из народов, и соберу вас из всех стран, и приведу вас в землю вашу. И окроплю вас чистую водою, и вы очиститесь от всех скверн ваших, и от всех идолов ваших очищу вас. И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти вашей сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Вложу внутрь вас дух мой, и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях моих, и уставы мои будете соблюдать и выполнять. Вот я соберу из всех стран, в которые изгнал их во гневе мою, и в ярости моей, и в великом негодовании, и возвращу их на место сие, и дам им безопасное житие. Они будут моим народом, а я буду им Богом. И дам им одно сердце, один путь, чтобы боялись меня во все дни жизни, ко благу своему и благу детей своих после них. И заключу с ними вечный завет,
по которому я не отвращусь от них, чтобы благотворить им, и страх мой вложу в сердца их, чтобы они не отступали от меня. И буду радоваться о них, благотворя им, и насажду их на земле сей твердо от всего сердца моего и от всей души моей. Так говорит Господь: народ, уцелевший от меча, нашел милость в пустыне, иду успокоить Израиля. Тем дам я в доме моем и в стенах моих место и имя лучшее, нежели сыновьям и дочерям, дай им вечное имя, которое не истребится. Издали явился мне Господь и сказал: любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер к тебе благоволение. Давайте мы еще раз помолимся за нашу страну. Прямо сейчас во имя Иисуса Христа согласимся в молитве. Господь, мы молимся прямо сейчас за нашу страну, за Россию. Мы молимся за нашу республику, мы молимся за наш народ, Господь. И мы просим Тебя, Господь, чтобы наша страна, как страна, она никогда не участвовала в таких каких-то делах, чтобы мы были на стороне благословляющих Твой народ во имя Иисуса Христа из Назарета. И чтобы у нас было единство всех церквей, пасторов и каждого верующего человека, единство в вопросе, чтобы благословлять Израиль, чтобы было понимание, Господь, во имя Иисуса Христа из Назарета. Потому что Ты сказал, мало того, что Ты будешь рабом моим для восстановления колен Иаковлевых и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение простерлось до концов земли. Господь, дай нам всем мудрости, Господь, дай силы, Господь, дай помазание Твоего, Господь, терпение Твоего, Господь, исполнить Твое предназначение, Господь, как Ты сказал, для возвращения колен Яковлевых и для возвращения остатков Израиля, и чтобы спасение, оно простерлось до концов земли. Аминь. Дорогие, сейчас мы хотим сделать, я делаю призыв пожертвованием. И знаете, в книге «Бытие», да, помните, Бог, Он обещал Аврааму, и Он сказал такие слова: «Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные». И давайте мы просто сделаем пожертвование для Израиля, да, для еврейского народа. Все это пойдет, знаете, по-разному. Например, сохранение памяти жертв Холокоста. Что это значит? Это значит строительство памятников на местах массовых убийств евреев в годы войны. Да? Потом в помощь в приобретении лекарств. То есть много-много, на разные нужды для евреев. Знаете, Павел, он сказал: не возбужу ли ревность в сродниках моих, и не спасу ли кого-то из них. Да? И знаете, мы как церковь, не возбудим ли ревность своим благословением? И тем самым, может быть, у кого-то откроется, знаете, слава Богу за это движение иудейско-христианского диалога, когда церковь и Израиль, они лед, он начинает уже таять. И знаете, когда мы будем, я верю, когда мы что-то благое делаем для Израиля, для его народа, то лед потихонечку он тает, я верю. Давайте мы тоже сделаем еще одно, мы внесем свою лепту, да, эту маленькую толику, да, и сделаем это пожертвование хорошо. Аминь.
также я передаю большой привет всем церквям, которые после нас встанут продолжать этот молитвенный марафон. Мы говорим шалом, дорогие братья и сестры. Передаем северный привет из Якутии, где сейчас минус 50, но в сердцах верующих здесь огонь Божий, горящий для того, чтобы поддерживать исполнение Божьего плана относительно всего, что Бог сказал в Своем Слове для евреев, для Израиля. И мы говорим также аминь, мы говорим шалом, да будет мир Иерусалиму, шалом Израилю. И замечательно, что все более и более церквей, они присоединяются к этой работе, работе поддержки, благословения Израиля, к этому уже второму молитвенному марафону. И мы, все те пророчества, которые были в Писании, они исполняются, становятся реальностью в наши дни, что даже из земли северной и от краев Бог будет возвращать все остатки, Бог будет восстанавливать, как был восстановлен Израиль, и язычники на своих руках, на своих плечах понесут на молитвах. Поэтому мы передаем эстафету этого молитвенного марафона дальше, в памяти Холокоста, чтобы помнить и передать другим. Аминь. Но в сердцах верующих здесь огонь Божий, горящий для того, чтобы поддерживать исполнение Божьего плана относительно всего, что Бог сказал в Своем Слове для евреев, для Израиля. И мы говорим также аминь, мы говорим шалом, да будет мир Иерусалиму, шалом Израилю. И замечательно, что все более и более церквей, они присоединяются к этой работе, работе поддержки, благословения Израиля, к этому уже второму молитвенному марафону. И мы, все те пророчества, которые были в Писании, они исполняются, становятся реальностью в наши дни, что даже из земли северной и от краев Бог будет возвращать все остатки, Бог будет восстанавливать, как был восстановлен Израиль, и язычники на своих руках, на своих плечах понесут на молитвах. Поэтому мы передаем эстафету этого молитвенного марафона дальше, в памяти Холокоста, чтобы помнить и передать другим. Аминь. Слава Господу! Знаете, что сейчас происходит? Чудесные вещи, потому что Бог сейчас просто нас исцеляет и оперирует. Знаете, один брат, можете садиться, да, слава Господу, один брат как-то сказал, что до того, как я был в церкви Слова Жизни, я был таким антисемитом, но Бог в еврейской школе дал ему хорошую инъекцию, вот, и сейчас он очень-очень такой сионист. И знаете, на самом деле это здорово, что я тоже, немножко поделюсь, у меня тоже был очень сильный бытовой антисемитизм, бытовой. Я просто ненавидела одного человека. Но потом, когда, знаете, Господь влил мне хорошую инъекцию антисемитскую, да, что такое чудесное просто произошло, я просто поняла, что как только я один раз покаялась, что такое чудесное произошло в моей жизни, как будто какая-то свобода пришла, мантия какая-то черная, какое-то проклятие, оно ушло. Я так радовалась, знаете, и с того момента я стала анализировала, когда у меня был этот бытовой антисемитизм, вот с того момента у меня началось какие-то очень плохие вещи. Потом, когда я освободилась от этого, я была такая свободная и счастливая. Слава Господу. Поэтому, когда придете домой, вы просто поразмышляйте, где у вас был антисемитизм. Вы просто покайтесь пред Богом. Бытовой, возможно, но он тоже антисемитизм. Поэтому, знаете, сейчас давайте откроем местописание. Тут уже должно быть приготовлено. Ефесянам 2 глава. Итак, помните, 2 глава с 11 стиха. Помните, что вы помните. Вот в каждом стихе
Библии, в Священном Писании. Каждое слово очень важно. Помните, что вы некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными, так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками, что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества израильского, чужды заветного обетования, не имели надежды и были безбожники в мире, а теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки к крови Христовой, ибо Он есть мир наш, соделавших из обоих одно. Одно в другом переводе, в современном переводе, там написано, что вы один народ, разрушивший стоящую посреди преграду. Какая привилегия, какая честь, что мы теперь один народ с народом Израиля. Какая привилегия, какая честь. Мы были такие потерянные язычники, у нас были всякие невозможные представления в голове, да? Жили во тьме, в грехах, и теперь мы одно с израильским народом. Какая привилегия, какое удивительное просто откровение. И знаете, у нас много было тем на тему Израиля, и про корни антисемитизма, про первых евреев мы просто в прошлом году тоже хороший такой семинар провели. Но вот давайте вот это углубимся, это место Писания, и просто действительно поймем, давайте элементарные просто параллели проведем, как вместе сосуществовали Израиль и Церковь. Израиль в растении, тьма средневековья в церкви. Сжигали, то есть евреев, еретиков тоже сжигали, понимаете? То есть параллельно буквально. И вот что самое интересное, когда в 19 веке зародился сионизм, сейчас я немножко об этом говорим, но это тоже было параллельно. Сейчас все современные теологи, раввины и современные еврейские теологи, они все соглашаются с тем, что сионизм в сердцах, вообще сионизм возродился на основании христианского сионизма. Представляете, теперь уже даже церковь благословляла тогда Израиль именно духовно. Почему? Потому что уже когда протестантские церкви стали читать Библию, они видели, что Христос, Он должен возвратиться, и Он должен возвратиться, и народ должен собраться. Это было в 19 где-то веках в церквях протестантских, об этом проповедовалось. Был христианский, прежде был христианский сионизм. Представляете, как чудесно? Но в то время такое вот уже течение сионизма возникло в самом начале в сердце одного первого сиониста, был Теодор Герцель. В те времена, значит, смотрите, когда был в Европе, когда жили евреи в то время, уже тогда были провозглашены идеи Бонапарта, демократия, равенство. И Наполеон, конечно же, вообще он дал им права евреям в те годы. И в 19 веке они просто влились в общество, стали такими хорошими, в культурном, в экономической, политической сфере они участвовали, равноправие было, да? И практически у евреев возник такое вот уже одно течение, ассимиляция. Они хотели полностью раствориться уже в Европе. И они хорошо очень жили. И Теодор Герцель в конце 19 века, он был венгерский еврей, тоже, значит, они помнили свои корни, но были достаточно ассимилированными и, в принципе, были довольны жизнью. И когда так случилось, что он попал как-то один раз, был на площади во Франции, когда казнили капитана Дрейфуса, ему предъявили обвинение в том, что он предатель Франции, что обвинили в шпионаже, потом же его оправдали. Но Теодора Герцля, он просто был в шоке, что не кричали смерть Дрейфусу, они кричали смерть жидам по площадям, и он понял, что это сидит, антисемитизм, глубоко в Европе, в сердцах людей все равно это сидит, и он понял, что единственный выход, это его очень сильно ошеломило, просто он был в шоке, что с антисемитизмом он жив. И тогда он
он начал размышлять и думать, и его размышления, и он написал книгу «Еврейское государство», и потом он у него стал собирать евреев, уже первый конгресс еврейский, второй конгресс еврейский, был к императору, к османскому правителю в Турцию, он говорил о том, чтобы как-то говорить о том, чтобы он дал свободу, чтобы они, евреи, приезжали в Палестину. В общем, были такое очень сильное сионистское движение, он собирал банкиров, в общем, как-то вот, и даже был сионистский какой-то банк. В общем, очень много дел делал, да, и казалось, что это невозможно, ну, люди, они его не принимали. Почему не принимали евреи? Потому что они думали, вот это течение сионизма, опять будет ответная реакция, антисемитская реакция будет. И поэтому много было сподвижников, много было противников, и тогда он умер вообще в молодом возрасте, буквально от разрыва сердца. То есть он, в тот момент действительно, для них это было просто невозможно. Как так, спустя 2000 лет должно возникнуть новое государство? Они, вот, это для них это было непонятно, для евреев. Это, знаете, как сейчас тоже, вот, американским индейцам сказать, возвращайтесь, репатрируйтесь в Америку. Ведь это невозможно, прошло 200 лет, а они уже там находятся в резервациях индейцы, да? Для них как это? Мы будем завоевывать свою землю. Нет, уже все, уже 2000 лет тому назад уже все, нету Израиля. И в тот момент евреям это казалось просто невозможно, что возникнет государство. И вот я хочу к тому сказать, что еврейский сионизм в сердцах, он возник на почве христианского сионизма. Это чудесно, правда? Вот, да, был Холокост в 20 веке, но в 20 век, все-таки в 20 веке Израиль стал восстанавливаться. Значит, были погромы в Восточной Европе, значит, маленькая горсточка людей стала возвращаться в Палестину, это уже целый отдельный вопрос. Но знаете что? Восстанавливается Израиль, восстанавливается церковь от Средневековья. Вот, все победы, которые одержала в 20 веке страна, как Израиль, как государство, Израиль восстанавливается, Божья церковь тоже восстанавливается, тоже Божьи победы, новое откровение, полнота Израиля, полнота церкви. Как это интересно. Но смотрите, даже в 20 веке Азуза-стрит, в начале 20 века Израиль, то есть церковь заговорила на божественном языке. Именно в это время, параллельно, Израиль заговорил на иврите. Хотя казалось, что иврит уже все, мертвый язык. Но они заговорили. Представляете? То есть я хочу сказать, что мы с Израилем это один организм. Это у нас должно вот тут вот прямо сесть. Хорошо? Аллилуйя. Церковь должна, то есть она восстановится параллельно с восстановлением Израиля. Аллилуйя! 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 Давайте, знаете, я вам хочу, как восстанавливается Израиль. Давайте Иеремия, 16 глава, знаменитые стихи. Иеремия написал эти стихи, то есть это он пророчествовал. Это такое время было, когда Навуходоносор разрушил Израиль, и он пророчествовал об этом. Иеремия, его люди не понимали, считали, что он предатель, что он никакой не патриот Израиля, что он вводит смуту. И, конечно, было ему очень больно, да, что он, по его пророчествам Божьи суды были на Израиле, но он оставил такое наследие, и мы видим эти стихи, которые исполняются. Вот приходят дни, посему вот приходят дни, говорит Господь, когда не будут уже говорить «жив Господь, который вывел сынов Израилевых из земли египетской». Знаете, до сих пор говорят, каждую Пасху евреи говорят, был исход из земли египетской. Фильмы есть, был исход из земли египетской. Говорят, да? Говорят, постоянно до сих пор говорят, что был исход из земли египетской. И знаете, в те времена действительно говорили, потому что окрестные народы, они были в страхе, помните Рав, да? Они были в страхе, какой-то народ, какой это Бог с ними, Он вел их в пустыне, огненный стол
Черное море. И вот, то есть, все люди говорили, какой это был исход. И до сих пор в 21 веке люди говорят, был исход из земли египетской. Но дальше будут, но жив Господь, который вывел сынов Израиля, а уже не будут говорить об исходе египетской, но будут говорить, вывел сынов Израилевых из земли северной, из всех земель, которые знал их, ибо возвращу их в землю их, которую дал им, я дал отцам их. Знаете, 20-е годы, 20 век, что сейчас жизнь меняется, катаклизмы вообще политические, геополитические, экономические. Была самая большая диаспора сейчас в России, во Франции, в Америке, в Аргентине и во многих там других странах. Да? А в Аргентине был дефолт, я не помню, в каких годах, в 2000-х в начале дефолт был, многие уезжают оттуда. Да? Во Франции очень сильный антисемитизм исламский, и там очень много сейчас арабов, да? Не только во Франции, вообще в Европе, и оттуда люди стекаются в Иерусалим, просто люди свидетельствуют, можно услышать французскую речь в Израиле, потому что люди уезжают. Что сейчас в Америке творится, вы понимаете, да? Прямо как бы трясет страну, то есть страны трясут. Да? Это говорит о том, что Бог их собирает. Бог их собирает. И знаете, я вот сейчас скажу, будут говорить, что из всех народов, которые, из всех земель, которые он, куда я знал, вы знаете, одна из самых таких, наверное, драматических исходов, который был в 20 веке, это был исход эфиопских евреев. Так интересно, знаете, это, значит, получается, они там были рассеяны уже со времен первого разрушения храма. Первого храма, когда был разрушен, Эфиоп, то есть евреи туда там оказались, вот, и вообще они были отрезаны от всего еврейского мира. И они еще как-то пытались пробраться в Палестину, это было совершенно невозможно. И в 1979 году по 1984 год был исход из земли Эфиопии через Судан. А знаете, Судан, какая страна, очень тяжелая. И тогда 7 тысяч евреев они были, то есть достигли до границ Израиля, но погибло 4 тысячи евреев, когда был этот исход, представляете? И вообще, знаете, вот эти операции, они назывались Моисей, операция Соломон, которую проводила, значит, еврейские организации, да, они до сих пор засекречены, потому что это очень были опасные операции. Одна из самых известных операций была Соломон, это уже в 90-х годах, когда наибольшее количество евреев, 14 тысяч евреев, были вывезены за 36 часов. Представляете? Жив Господь! То есть люди же говорят, какой был великий исход из Эфиопии. Да? Но будут говорить, жив Господь, который вывел сынов Израиля из земли северной. Вот не случайно Бог подчеркивает эту страну. Если провести Иерусалим и вот провести вот так точно одну линию, да, самая северная страна — это Россия. Севернее нет. И Бог так говорит, что именно с земли северной будет исход. И сейчас действительно происходит исход. И знаете, одно время я так сильно страдала, вот, Господь, ну как же так? Кажется, что это невозможно. Кажется, что невозможно. Но слава Господу, мы за это время мы как научились как-то верить, что для Бога нет ничего невозможного. И мы служим великому Богу. И мы просто послужим еврейскому народу в этом исходе. Дальше следующий стих. Следующий стих говорит, что вот я пошлю множество рыболовов. Представляете, да, множество рыболовов. И рыболовы будут ловить. Рыболовы — это кто? Это те, которые идут на рыбалку и которые рыбачат. Это рыболовы, это мы. Одно из, помните, параллельное местописание, есть такое хорошее местописание, и говорит, следуйте со мною, и вы будете ловцами человеков. Да? Когда мы слушаем Господа, когда мы общаемся с Господом, мы следуем за Ним, мы будем ловцами человеков. Да? Вот я пошлю множество рыболовов, говорит Господь, и будут ловить их. Потом пошлю множество охотников.
Но это тоже Слово Божье. Слово Божье так говорит. Перед Второй мировой войной, в 30-е годы, множество, в том числе Зев Жаботинский, один из известных таких рыболовов, он говорил, он им провозглашал, говорил, уезжайте, он ходил к ним в синагогу, говорил, уезжайте, здесь очень опасно. Но они его не приняли, потому что они были слишком повязаны просто в этом обществе в Германии. Они были банкирами, юристами, адвокатами. Вот. И знаете, до последнего еврейская организация Моссада, они покупали им визы. До последнего дня, когда вот уже визы, они стоили многомиллионные состояния, они вообще продавали все, чтобы получить эту визу, и потом их все равно обманывали, да. То есть это были очень такие опасные операции еврейской организации Моссад. Были рыболовы, но пришли охотники. Вот наша ответственность, чтобы мы, как множество было рыболов, и молились об этом. Знаете, последнее место Писания хочу сказать, что Бог, Он верен своему народу. Скажите, верен? Ага. И вы знаете, верен. 31 Иеремия, 31 глава. Эти места Писания. Знаете, если был же вот это вот течение, когда вот теология замещения, что они действительно рассеяны, они так страдают сильно, и такое ощущение, что Бог их проклял. И действительно, как бы теперь уже другой Израиль, теперь вроде как церковь, но Библия говорит, что «Издали явился мне Господь, любовью вечную я возлюбил тебя, и потому простер тебе благоволение». Иеремия 31:3. И следующее местописание, тоже в Иеремии. Помните, да, Иеремия? Вот он пророчествовал в то время, когда все это было разрушено, все. Так говорит Господь, который дал солнце для освещения днем, уставы луне и звездам для освещения ночи, который возмущает море. Угу. Дальше. Вот дал уставы солнцу, дал устав луне, что если прекратятся эти уставы, если эти уставы перестанут действовать предо мною, говорит Господь, то и племя Израилева перестанет быть народом предо мною. То есть до тех пор, пока солнце оно поднимается, Бог, Он верен своему народу. Верен Он нам. Да, мы неверны. Да, но каждый раз Господь нас восстанавливает. И знаете, если Он верен нам, если Он верен Израилю, то Он верен нам. Если Он не верен Израилю, значит Он не верен и нам. Если Он верен сегодня, а завтра Он не верен, ну какой-то, да, это Бог. Уловите эту мысль. Я восхищаюсь верностью Божью. Если Бог верен Израилю, тогда будет верен и нам. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу, спасибо большое, Зоя Савична, за такое короткое, но содержательное. И я буду завершать тем, что хочу сказать немного о видении, которое пришло в нашу церковь. Оно не пришло из ниоткуда, оно пришло прямо из сердца Божьего, которое затронуло сердце пастора Ульфа Экмана. И если коротко об этом, я буду немножко говорить о еврейской работе, об операции Жаботинский, вообще о видении, которое было дано относительно работы с евреями и относительно отношения к Израилю. Все вы знаете, если не знаете, то сейчас узнаете, что Церковь Слова Жизни в Упсале была основана в 1983 году, и пастор Ульф был в ее основании с теми служителями, которые были рядом с ним, и многие из них до сих пор служат. И это было тогда, когда многие из нас, кто-то даже еще и не родился, а кто-то даже еще к вере не пристрастился, да? Не прилепился к Богу. Вот. И в 1983 году началась Церковь Слова Жизни, и где-то в 1987 году пастор Ульф Экман совершил первую туристическую поездку в Израиль. Я не знаю, насколько была глубина его крещения и понимания как бы, темы Израиля и евреи, но она начинала набирать обороты, и
именно в той поездке Бог проговорил в его сердце, что потому что без Бога, если ты не слышишь Бога, ты не услышишь тогда ничего и вообще, как бы, да, и относительно того, что Бог имеет относительно Израиля. Поэтому, знаете, на самом деле есть множество церквей, которые неоднозначно относятся к Израилю, к евреям. То есть они, если не стоят на позиции явного ярого антисемитизма, они такие, знаете, равноудаленные, как бы, ну нам это не нужно, мы типа не против, но мы и не за. Даже есть те, кто не особо, знаете, рад или охоч участвовать в этом молитвенном марафоне. Как бы это не то, что как бы, обязательно для всех, но помните, вспоминайте Германию. Одни молчали, а потом, когда они долго молчали, пришли и за ними. Поэтому, знаете, сейчас такое время, которое нам нужно иметь мудрость, конечно, и не молчать там, где Бог говорит, не молчать. По крайней мере, той частью, в которой мы можем участвовать. Хорошо, возвращаясь немножко в историю, Бог проговорил пастору Ульфу, что он будет одним из известных друзей для евреев и будет что-то делать, и поэтому в Слово жизни началась, знаете, такая в меру бурная, какая-то активная деятельность, искание Бога, понимание как и что. И Слово жизни приняло решение практически начинать как-то действовать в отношении Израиля, в отношении еврейского народа. В 1989 году, все это было достаточно близко то время, когда рушились стены, пал железный занавес, и для советских евреев открылись двери для возможности репатриироваться, то есть вернуться на родину. В тогдашнюю еще... То есть тогда уже Израиль, как бы, да, но, я хотел сказать, Палестина, это было, когда люди из Германии, они мигрировали и бежали от нацистских гонений. То есть уже Израиль был как государство. И еврейское агентство начало активно помогать евреям эмигрировать в Израиль. И тогда еще не было возможностей, прямых возможностей из бывшего Советского Союза покинуть. Это было через Европу. И одна из стран, это была Швеция. Вот, и уже тогда Слово жизни, в меру втянутое вот в эту деятельность, понимая, было открыто, имея откровение, желание, они были связаны с организацией Сахнут, это еврейское агентство для Израиля, то есть те, кто активно занимается возвращением и по сей день евреев из разных мест. Было 100 человек, которые из Советского Союза через Швецию, они направлялись в Израиль, и некоторые семьи были приняты церковью Слова жизни прямо в семьи. То есть, и вот это все более и более разворачивалось, набирало обороты. Вы знаете, что церковь Слова жизни из Упсалы, да, Швеция, они были активными в проповеди Евангелия в бывшем Советском Союзе, в Европе, вот, особенно и насаждали церкви. И знаете, с одной стороны, это было Евангелие, которое изменяло мышление людей, в том числе и мы являемся своим продуктом, плодом вот этого благовестия, вот этого труда миссионеров. Но на самом деле один из Божьих планов был, чтобы насажденные церкви были носителями, знаете, в хорошем смысле бациллы сионизма, да, вот этой вакцины, вот этого гена, да, гена за Израиль, гена за евреев. То есть те церкви, которые будут распространять вот эту весть, не только благую весть для спасения язычников, но прежде всего весть, что благословляющий Израиля будет благословлен. И сегодня вот эти церкви Слова жизни и многие, которые присоединились, они являются вот этой сетью, вот этим оплотом этой Божьей работы, которая ведется уже с 90-х годов. И где-то в середине 90-х годов церковь Слова жизни в Упсале, они, так как Бог положил на сердце, была организована такая организация, проект, и фактически перешли в организацию, которая называлась «Операция Жаботинский». Вот сегодня Зоя Исаевна уже сказала о нем, что в своем роде Зеев Жаботинский, он был как пророк. Он был как Моисей, который пытался вывести, он приезжал в Германию, в другие страны, еврейские общины, он говорил: выходите, время последнее, скоро начнется. Его многие не слышали, но те, кто услышали, были спасены, они уехали в Палестину. Вот, и поэтому по этому образу спасти хотя бы кого-то, вывести хотя бы кого-то родилась операция Жаботинский, которая имела свое начало в Швеции, в Упсале, и потом распространилась своей деятельностью, своим учением, своими филиалами по всему бывшему Советскому Союзу и в Европе. Вот, что происходило?
помогали в репатриации евреев в Израиль, организовывали проповеди, концерты, специальные праздники, мотивирующие евреев возвращаться на свою историческую родину. Многие церкви активно сотрудничали со Слово жизни, и со временем сейчас уже такой организации, такого проекта не существует, как в Швеции, в Москве получили в свое время, что вот это время закончилось, наступает новое время, уже нет того корабля, который перевозил, который чудом был подарен для шведской церкви, перевозили. Вообще за все время действия операции «Жаботинский» было перевезено из бывшего Советского Союза где-то порядка 20 тысяч евреев. Много ли это и мало, я не знаю, но это те люди, которые вернулись на свою землю обетованную, на свою родину, и сегодня они там наслаждаются жизнью в прекрасной родине в Израиле. Фактически сразу с основания Церкви Слова Жизни города Якутска в 1993 году в ноябре, после фестиваля Иисуса, буквально, наверное, спустя несколько месяцев, потому что это было уже, как, знаете, как в духе Слова Жизни заложено. Если ты благовествуешь, ты не только благовествуешь Евангелие, ты также имеешь часть благословлять Израиля, чтобы церковь об этом знала. Как сегодня говорила Владимир Исаевич, чтобы разобраться со всякими болячками бытового антисемитизма. Да? Вот. Я не буду рассказывать про свою историю, у меня тоже была своя история. Вот. На самом деле, одним из основных направлений, как я сказал, да, помимо благовестия, было освящение темы Израиля, темы евреев, темы отношения Бога, Библии, как эта Библия открывает, как Бог относится к своему народу, что Бог не отверг свой народ. И чтобы народ, который считает его своим Богом, я имею в виду христиане, чтобы они узнали и признали, что один Бог у Израиля и один Бог у церкви. Аминь. Аминь. Спасибо за ваш аминь. Даже есть такой псалом Израиля: Бог есть наш Бог. И эта тема, она развивалась, она поднималась, и тем более в нашем видении, Исайя 49 глава 6 стих, сказано: «И он сказал, мало того, что ты будешь рабом моим для восстановления колен Иаковлевых и для возвращения остатков Израиля, но я сделаю тебя светом народов, чтобы спасение мое простерлось до концов земли». В одном месте Писания выложена полнота Божья, что мы призваны не только проповедовать, идти высылать миссионеров, которые бы спасали бы русских, якутов, венков, всех остальных народов здесь, в Якутии, татар и кто бы еще не было, да, в том числе, да, и евреев. Но мы не призваны, знаете, уже многие поколения пытались насильно евангелизировать и христианизировать евреев. Если еврей спасается, слава Богу. Если он не спасается, пусть его Бог спасает в Израиле. Поэтому есть наша часть, это верить, что Бог их вернет туда. Поэтому есть Божий план на одних стать, возможно, последователями мессианскими евреями, да, верить в Мессию, в Иешуа, но другим встретить Иешуа на земле обетованной, так или иначе. Поэтому мы не давим на одну сторону, на другую, но в Божьем балансе. И поэтому Бог сказал, что есть важная часть для церкви, для нашей церкви в том числе, это быть Божьим рабом для восстановления колен Иаковлевых и для возвращения остатков Израиля, которые в рассеянии. И, наверное, еще кажется, что сейчас работа операция Жаботинский уже не существует как таковой, но есть диалог, есть иудейско-христианский диалог, который очень активен, и плод вот этого диалога — это второй марафон, молитвенный марафон в память о Холокосте, в котором мы также участвуем. И поэтому, завершая, у нас еще, пожалуйста, когда мы завершим, мы еще будем прославлять Господа, но также еще будет совместное фото, где мы все встанем и мы будем держать, кто-то будет держать в руках плакат, где будет написано, что мы помним, мы вместе. И за скобками просто добавить, что мы не просто помним, мы помним для того, чтобы благословлять, мы помним для того, чтобы молиться, мы помним для того, чтобы когда придут, возможно, я не знаю, какие могут прийти времена в этой стране, но если вдруг они придут, и кто-то снова поднимет какой-то голос, не просто против конкретного еврея, а против жидов, то тогда, знаешь, я верю, что поднимутся люди, поднимутся те, как были многие праведники мира, в том числе даже офицеры германской армии, послы, японский консул.
Это были те люди, которые, имея христианские принципы, они видели по-другому, как видит Бог, и они делали все, чтобы спасать евреев, просто вырывать их из лап. И с самого начала, с 93-94 года, когда родилась церковь, и началось просвещение темы Израиля и евреев, было доброе знакомство с еврейской общиной города Якутска. И все эти годы до сегодня в той или иной мере церковь Слова Жизни с своими доблестными представителями, она участвовала в еврейских праздниках, своей аппаратурой, своими поздравлениями, своими людьми, своими финансами. Все это лишь только для того, чтобы сказать, мы хотим вам сказать, то есть говоря это для евреев, для вот этих, как местописание, для остатков Израиля и колен Иакова, чтобы сказать им, мы те христиане, другие христиане, которые, когда придет время, мы хотим быть готовыми, чтобы встать в проломе. Но сегодня мы готовы благословлять, сегодня мы готовы молиться и сказать шалом вам. И знаете, в завершение я хочу сделать вам небольшой вызов, он очень личный. Это ваше право так сделать или нет. Но вы знаете, у меня просто пришла идея, она меня не оставляет. Хочу поделиться. Вот сегодня на празднике мы сделали вот такие звезды. Они такие простенькие, бумажные. Они могут легко оторваться, даже если вдруг зацепить на булавочке. Это знак того, что мы согласны, мы отождествляемся с теми евреями, которых заставили идентифицировать себя как иудеев, как евреев, как жидов. Знаете, как на немецком это звучит почти как, знаете, как плевок, юды. Хотя это просто евреи. Но это было так проговариваемо с такой ненавистью, что это проговаривалось как чуть ли не проклятие. И тогда их заставили нашить, найти желтую ткань, нашить себе звезды, чтобы еврей выделялся, отделялся, чтобы он был явно отделен. И тогда отделялись в гетто и все остальное. И вы знаете, была история, я не очень сильно ее знаю, но как слышал, что когда немецкие войска пришли в Данию, то король Дании, чтобы поддержать евреев, и весь народ поддержал короля Дании, якобы, что он прицепил себе звезду Давида. Маген Давид, то есть звезда Давида, в знак, и в Дании было очень много христиан, которые прятали евреев, которые там, перевозили их куда-то, делали, что могли. Знаете, 27 января этого года. Мы, на самом деле, сегодня отмечаем, молитвенный марафон, это в записи, 27-го будет что-то показано. 27-го это конкретный день, международный день памяти Холокоста. Подумай об этом. Может быть, у тебя хватит веры, может быть, у тебя хватит откровения, если это откровение от Бога. Но я хочу сделать так, 27 числа. Я хочу взять звезду Давида. Может быть, эту, может быть, я найду какую-то другую. Я хочу прикрепить ее на свою куртку. И целый день, 27 числа, я хочу ходить со звездой Давида в этом городе. Это интересно. Это вызов. Но кто-то может узнать, что здесь есть кто-то, кто соглашается с Днем памяти, который отмечает весь мир, с теми, кто отмечает. Это вызов. Но знаешь, не в то ли время мы живем, чтобы делать, может быть, даже для себя самих такие вызовы, что мы за Израиль, мы готовы благословлять, мы готовы поддерживать. И когда придет время, чтобы стать в проломе. Но все начинается с малого. Поэтому если вдруг у тебя на сердце придет, и ты будешь смел и готов так сделать, пусть Бог благословит тебя. Я хочу так сделать. И я так сделаю. Поэтому давайте сейчас мы еще с радостью завершим псалмом, что Бог, Он Бог радости, Бог, Он Бог Израиля, и Бог, Он есть наш Бог. И потом в конце мы сделаем, все, кто пришел, совместный снимок для того, чтобы передать, что мы были частью молитвенного марафона, вы были частью, хоть вы не были на экране, но вы будете на фотографии, и будут эти слова, и да будет так. Аминь. Shalom,
Shalom, shalom, shalom,